Я рад приветствовать вас от имени платформы самоопределения народов России, которая была согласована в этом году, в 2020 году, рядом национально-республиканских движений Башкортостана, Татарстана, Калмыкии, а также русскими народниками и федералистами. Обращаясь к участникам форума «Свободной России», который является одной из престижнейших и наиболее представительных площадок российской оппозиции, обсуждающих пути возрождения и строительства свободной страны, мы прежде всего хотим донести ту мысль, что мы и те, кто мыслят так же, как и мы, рассматриваем принцип и право народов на самоопределение как базовую и незыблемую основу Российской Федерации и российского федерализма, подлинного федерализма, возрожденного федерализма, без признания и без уважения которой его сохранение, его развитие не будут возможны. Мы хотим напомнить, вопреки получившим распространение мифам и представлениям, что право народов на самоопределение не является выдумкой большевиков, что оно было требованием национальных движений и не только нерусских народов России, но и русских областнических движений, в частности сибирского областнического движения, уже начиная с 20 века и признавалось широким спектром партий антирежимного толка. Право народов на самоопределение в рамках обновленной России, Российской Федеративной Демократической Республики, фактически было признано решением Учредительного собрания России, которому часто принято апеллировать, упуская из виду этот момент, что оно провозгласило Российскую Демократическую Федеративную Республику как неразрывный союз народов и областей в пределах федеральной конституции суверенных. Поэтому этот принцип, несмотря на то, что потом мы, как мы знаем, освободительное движение народов России было подмято тоталитарной организацией, которая превратила его де-факто в фикцию, формально он все равно признавался, и после того, как начался новый этап освободительного движения народов России, принципы которого были провозглашены в Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года, в ней этот принцип был подтвержден, как ранее он подтверждался антирежимными, антикоммунистическими объединенными организациями и платформами народов России. Поэтому мы призываем наших коллег руководствоваться этим принципом и понимать, что без его признания сохранение Российской Федерации, возрождение Российской Федерации будет невозможно. Поэтому мы согласны с теми нашими коллегами, которые считают, что с приходом к власти диктатора в 1999 году де-факто и де-юре в 2000 году фактически произошел антиконституционный переворот, и что все принципиальные политические решения этого режима должны быть признаны нелегитимными. Соответственно, та точка отсчета, от которой мы можем начинать возрождение российского федерализма, это момент, предшествовавший этому перевороту. При этом мы, включая в свой состав представителей не только существующих национальных республик, но и русских народников-федералистов, и находясь в тесном контакте с русскими регионалистскими движениями, исходим из того, что слабым местом фактически ликвидированной до путинской Российской Федерации была ее асимметричность, а именно признание и реализация в ее рамках права на самоопределение исключительно нерусских народов. Отсутствие
признание права на самоопределение у русского народа и его субъектности, оно стало питательной средой для роста шовинизма и антиреспубликанских установок. Поэтому мы исходим из того, что для того, чтобы было реализовано право на самоопределение внутри Федерации нерусских народов России, такое же право в ее рамках на основе своих регионов, базово краев и областей, статус которых должен быть поднят также до статуса республик, должен получить и русский народ, после чего реализовавшие свое право на самоопределение народа, свободные, суверенные регионы Республики Россия могут и должны заключить новый федеральный договор, который станет основой нового учредительного процесса, нового учредительного собрания, преемственного тем целям и задачам, которые были провозглашены учредительным собранием в 1918 году. Спасибо за внимание.